Это выявилось у меня не сразу. А пошел сдавать анализы просто. Обычный поход в больницу на медосмотр для Александра оказался приговором. Сейчас он в статусе ВИЧ-положительного пациента уже 5-й год. Предполагать, кто его мог заразить, он даже и не пытается. Во всем винит только себя. Нет, я никого не осуждаю. Полностью виноват сам. То, что не предохранялся. Не был аккуратен со своим здоровьем. В якутском СПИД-центре ежемесячно регистрируется от 10 до 12 новых случаев ВИЧ-инфекции. В целом же по России число инфицированных в этом году перевалило за 1 миллион. В России в январе был зарегистрирован миллионный ВИЧ-инфицированный. Меньше чем через месяц после этого число зараженных выросло на 6,5 тысяч человек. В Якутии статистика также растет, но пока не в таких масштабах. В республике на данный момент зарегистрировано 1752 человека с ВИЧ-инфекцией. В основном их выявляют в промышленных городах и селах. Самое большое количество в Мирнинском, Ленском, Нерюнгринском районах и в столице. По словам врачей, распространение среди населения республики идет в большей степени от приезжих граждан. Это и иностранные граждане, это и россияне, приезжающие с других регионов на вахтовый метод работы, на различные месторождения. По данным независимых оценки отдела клинической эпидемиологии нашего центра, число ВИЧ-инфицированных можно смело умножить на 3 раза. Стоимость лечения одного человека может достигать 10 тысяч евро, но государство выделяет эти деньги. Пациенты получают качественную терапию. Для Александра жить ВИЧ-положительным через 5 лет после диагноза оказалось не так трудно. Сейчас, когда на терапию стал, состояние здоровья намного лучше стало. Терапия очень сильно поддерживает. И мне помогают друзья. Настоящие друзья остались при мне. У меня жизнь пошла по-другому. Я осознал свои ошибки. По словам специалистов, в России около 1% людей живут с ВИЧ, а 30% могут об этом не знать. И главным фактором успешного лечения является своевременная диагностика. Ульян Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.